Ну, изначально перед тем, как мы сажаем различную культуру, мы подготавливаем различные препараты, которые уничтожают все этих насекомых, и разбрасываем их по земле, либо от гусениц и улиток опрыскиваем по земле перед посадкой. Если брать выращивание с самого момента закладывания семян, то, конечно же, изначально закладываются семена в кассеты с торфом. 30-40 дней они выращиваются в кассетах, затем высаживаются в землю, и после этого уже основной момент выращивания – это полив, ухаживание за растением. Для всех салатных культур это температура роста 15-25 градусов. Можно остудить салат, но на таком этапе этот салат остужать уже нельзя, потому что если внутрь самого куста попадет вода, влага, он после того, как закрутится, закроется, он начнет изнутри гнить. У нас процесс полива строго капельным образом. Капельный полив, причем точечный капельный. Кусты посажены на расстоянии 25 сантиметров, в ширину тоже 25. И каждая точка через 25 сантиметров подходит под куст, и таким образом проходит пролив. Ну, раз в 3 дня проливается по полчаса в день. Самой большой проблемой этого салата на сегодняшний день является то, что в зависимости от этапа его роста он обретает определенную форму. Сначала листья раскрытыми растут, потом они начинают сворачиваться, и в итоге эти кусты сворачиваются наподобие пекинской капусты в одну кучу. Но если в этот момент, к примеру, упустить полив, либо сделать неравномерный полив, сегодня захотел полить, а когда завтра нужно было забыл, то он начинает закручивать листы, более щепетильно относиться с этим салатом к поливу, ну и, конечно же, регулировка температуры. Если в теплице будет сильно жарко, конечно же, он начнет быстро расти, и после того, как салат ловит очень огромную высокую температуру, он начинает уходить в стрелку. И после чего, опять же, он является негодным для использования. У этой культуры есть болезнь, это гниль. Из-за высокого перелива земли лист ложится на землю, начинает подгнивать, после чего он переходит на куст, и весь куст буквально может за 3 дня полностью загнить. Ложная мучнистая роса, это способствует, к примеру, туман. Но очень сильно все эти культуры подвергаются поеданию различными жучками. В основном это гусеницы, улитки, медведки. После того, как салат так закрылся, уже нету открытых внутри листьев, 10 дней максимум его нужно убирать, потому что после этого салат начинает крутиться. Время от времени выбираем средний куст, срезаем его, бросаем на весы. Если есть для этого салата, к примеру, норма 500-700 грамм. Если есть, к примеру, 500-550 грамм, то средний куст, то можно его вырезать полностью.